И моя задача, как защищающегося игрока, очень важно, чтобы основного снайпера вывести из себя. А вас кто-нибудь так выводил, нет, из себя? Ну, у меня характер такой достаточно сложный, меня, если честно, на площадке вывести. Как со мной играют, так и я начинаю отвечать. Вот. Ну, в большей степени, конечно, бывает, что инициатива исходит от меня. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5 этаж. МГС Мебель для жизни. Здравствуйте, уважаемые телезрители и сәмісіз қадірлі дуслар. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса, игрок баскетбольного клуба «Уникс» Казань Евгений Колесников. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. О, это нам? Естественно, это мне? Ой, конечно. Спасибо большое. Это вы сами испекли, скажите? Ну, практически. Да. Сам, все, сам. Так. Хотел бы подарить вам вот небольшой подарок от баскетбольного клуба. Вот такую майку, чтобы вы почаще приходили к нам на матчи. Спасибо большое. А если в такой футболке придешь, будут какие-то привилегии? Естественно, будут призы, конечно, разыгрываться. Там будет очень интересно, особенно в ближайшие матчи будет очень горячо и будет много накала. И хотел бы как раз подарить вам, но это вот не основной подарок. Вот вам основной подарок, это чтобы вы могли пройти на матч. Спасибо огромное, спасибо большое, я обязательно приду. Евгений Колесников – российский баскетболист, атакующий защитник баскетбольного клуба «Уникс». Родился в городе Джамбул в Казахстане. Начинал спортивную карьеру в молодежной команде ЦСКА. Играл в командах ЦСКА ВВС Самара, Урал Грейт, Спартак Приморье, ВЭФ Латвия Рига, Спартак Санкт-Петербург. В послужном списке Колесникова победа на молодежном чемпионате Европы в 2005 году и серебро Всемирной летней универсиады в Белграде в 2009 году. В сезоне 2013-2014 защищал цвета казанского «Уникса», с которым завоевал Кубок России, стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ и вышел в финал Кубка Европы. И с июня 2017 года Евгений Колесников вновь выступает за «Уникс». Евгений, что мы сегодня будем готовить? Рассказывайте. Сегодня я хотел бы показать вам, как готовится азу, вот, и показать, наверное, какие-то маленькие секреты, как я готовлю его. Так. Сегодня мы будем готовить из конины азу, так что я надеюсь, у нас получится все очень вкусно. Да я уверен в том, что у нас получится все очень вкусно. Уверен. Но давайте так, небольшое уточнение. До этого вы готовили это блюдо хоть раз? Естественно. Тогда точно будет вкусно, все, 100%. Так, что делаем? Чем я могу вам помочь? Ну, вот здесь самое основное, здесь порезать все наши ингредиенты и, собственно, потом постепенно мы будем их смешивать, и получится у нас что-нибудь очень интересное и вкусное. Согласен. Так. Начнем мы, наверное, скорее всего, как всегда, с мяса. Порежем мелкими кусочками. Дальше мы будем резать лук. Отдельно мы будем готовить картофель. Так. Потом это мы все смешаем. И будем уже пробовать наслаждаться вкусом. Отлично. Тогда я предлагаю, смотрите, Евгений, мясо это все-таки, это же ваше блюдо, поэтому мясом займетесь вы. Я могу, Безусловно. вот что там, Да. лук. Лук, да, вообще было бы идеально. Класс. Кольцами, полукольцами, мелко, как? Я обычно делаю, если можно показать. Да, можно. Конечно, можно. Просто. И вот так все, шинкуем да. просто. Отлично, хорошо. Ну, Евгений, ну скажите, пожалуйста, ну вы спортсмен. Откуда у вас вообще время готовить еще? Как вы находите это время? Еда же это самое основное, как в здоровом теле здоровый дух, так что нужно готовить здоровую еду. Не всегда бывает, когда рядом со мной жена, приходится готовить. Вот, тем более на протяжении долгой жизни, пока я был в профессиональном спорте, я был один. Собственно, нашел семью только 5 лет назад, и до этого мне приходилось где-то либо в ресторанах, либо дома кушать. Вот, и, соответственно, за это время я научился готовить, и сейчас, вот уже спустя время, мне уже доставляет это удовольствие. С готовкой, ладно, вы находите время, вы научились готовить, но вот азу по-татарски, татарская кухня, откуда это у вас? Ну, это естественно, конечно, уже то, что я здесь играл 4 года, и мне хотелось. Плюс мне нравится эта кухня, я потому что родился вообще в Казахстане, и еда вот с Казахстана, примерно похожа, они очень похожи, да. А в каком году вы, получается, в Казань? В 2012-2013 год.
Так, это... Вы тогда играли уже в Униксе? Да. Да, год, но потом ушли в другую команду и потом опять вернулись. Все верно. Так. Ну, я чуть попутешествовал, я еще был в Испании как раз в этом промежутке. И потом уже вернулся окончательно уже в Казань. То есть, если вы вернулись в Казань, здесь, получается, вам нравится? Так? Безусловно. Я бы так долго здесь не находился, конечно. А Казань, это удивительный город, здесь очень красиво. Плюс еще здесь много достопримечательностей, которые в пригороде находятся, практически все уже объехал. Ага. Мне здесь очень нравится. Самое первое блюдо, которое вы попробовали из татарской кухни именно? Чак-чак. Так. Это, конечно, я думаю, каждый, кто первый раз приезжает в Казань. Ну, это как визитная карточка. Да, это такая. визитная карточка. Тем более это сладкое. Сладкое же любят все. Вот, и, соответственно, первое, что было попробовано, это, конечно, чак-чак. Вот, Сейчас злоупотребляете чак-чаком или нет? Сейчас, конечно, приходится сдерживать свои эмоции, когда ты заходишь в магазин и видишь чак-чаки. Конечно, всегда хочется взять. Но понимаю, что если я сейчас куплю этот чак-чак, он однозначно не будет лежать у меня на полке. Я его по-любому съем, да? Да, и, соответственно, лучше сразу на корню обрубить себя. Ну, конечно же, допустим, там, когда какие-то там празднования и тому подобное, чак-чак это к чаю очень хорошо идет. Так, Евгений, ну что, я нарезал, вы нарезали. Да. Что делаем дальше? Ну, теперь мы обжариваем мясо, буквально там 2-3 минуты. Так, мы будем это делать в казане же, да, все жарить? Да, безусловно. Масло Да, добавляем? масло добавляем, там Скажите, сколько? чуть побольше, чтобы там было 50 контролируйте. Все, отлично. Достаточно? Да. Так, закладываем. Сначала мясо, ведь, Сначала мясо, да, у нас масло должно у нас немножечко согрелось уже. должно у нас прожариться, а после этого мы уже добавим лук. Так. О, прекрасно. Евгений, а как так вышло, что вы стали баскетболистом? В детстве как-то был такой момент у меня неприятный, то что в раннем детстве я поломал ногу. После этой травмы доктор сказал, что я буду хромать, что нужно чем-то заниматься, разрабатывать долгое время. Ну, из-за этого меня, собственно, отдали именно в баскетбол. Там был не такой большой выбор, там, в принципе, А был в баскетболе можно хромать? Нет, хромать нельзя. Это для того, чтобы разработать ногу, Ага. и чтобы в дальнейшем не было вот этой ни хромоты, ничего. Из-за этого меня отдали именно вот в баскетбол. Евгений, то есть получается у вас это не семейное, да? То есть родители у вас не спортсмены. И нет, абсолютно. Я, получается, пробивался все своими силами, своим трудолюбием. Вот, и получилось так именно, Ага. что я сейчас играю в профессионалах. Да, а в каком возрасте, получается, тренироваться начали? Я начал заниматься с первого класса, где-то ориентировочно там 7-8 лет. Приходил, меня там неоднократно выгоняли с тренировок, потому что я любил в большей степени там посмеяться, поговорить, потому что было много друзей, знакомых. Но со временем я уже почувствовал это, когда у меня стало получаться, когда я стал обыгрывать уже старших игроков, которые были там на 2-3 года, на 4, на 5 лет старше меня. Когда я стал обыгрывать, я понял, что уже действительно я на что-то способен, и мне стало это интересно. Спортивный азарт. Ты не можешь остановиться уже. Тебе нужно находить какого-то соперника и идти дальше. Так. И могу сказать, на протяжении всей моей жизни всегда находятся какие-то сильные игроки, с которыми хочется соревноваться в хорошем смысле этого слова. То есть в Казахстане закончились сильные игроки, и вы переехали в Россию. Ну, могу сказать, да, безусловно, такого уровня игроков в Казахстане нету, в России уровень намного выше, но это и еще очередной вызов, очередной стимул для того, чтобы быть лучше. Как-то получилось так, что я полюбил эту игру, и сейчас я могу сказать, 2-3 дня без баскетбола это для меня уже сложно. Это то же самое, как без еды. Безусловно, да, это очень сложно. А на отдыхе? Ну, на отдыхе ты понимаешь, что буквально вот через через месяц у тебя будет заново сезон, и ты заново будешь уже играть. Там немножечко другое, плюс это происходит обычно в конце сезона, когда уже подводятся итоги, и, как правило, ты эмоционально уже истощен, и тебе необходимо вот просто побыть, наверное, вот этот месяц, чуть-чуть перерыва, отвлечься от всего, находясь с семьей, с детьми. Вот. С детьми это самое лучшее восстановление, я думаю, для любого человека, не только для спортсмена, а вообще для каждого, наверное.
готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС Мебель для жизни. Так, Евгений, я порезал картошку. Вы тоже порезали картошку? Да. Теперь мы ее обжариваем параллельно, пока у нас тушится мясо с луком. Ну, все нормально, да, у нас Да, тут все естественно. происходит? Да, конечно. Всё. Отлично. Так, тоже на маслице все это делаем. А вы что будете делать? Ну а пока готовится картошка, я возьму, получается, несколько огурцов, порежу Так. их, и мы, соответственно, смешаем вместе с томатной пастой. И тоже вазу. Да, Туда. все верно. Все, прекрасно, прекрасно. Евгений, а как вы в Уникс попали? Ну, у каждого игрока сейчас есть агент, и, соответственно, в межсезонье, когда у нас именно происходит, летом происходит межсезонье, 3 месяца поступают предложения от команд. Так. И агент рассказывает, какие команды заинтересованы в тебе. И, конечно, я отдал предпочтение Униксу, потому что я уже до этого и играл, и знаю здесь полностью все. А как приняла вас команда? Ну как команда? Здесь, как правило, собираются сразу все игроки, и они находят уже взаимодействие между собой сами. Это Так. как новый коллектив. Там нет такого, не такое большое количество игроков остается с прошлого сезона. Ну и плюс все игроки уже, которые много играют в России, они знают уже друг друга не первый год. И по большому счету, переходя в какую-то команду, видишь всегда знакомые лица. Евгений, а вот такая ситуация. Вы играли в одной команде, переходите в другую, и в какой-то момент вы играете против своих бывших сокомандников. Какие ощущения в этот момент? Но ощущения, наверное, хорошие, когда ты победил, и плохие, когда ты проиграл. Дружеские отношения, они уже после площадки. Так. Ну, после игры уже непосредственно. Но на площадке мы все Соперники, конечно. соперники. Давайте сейчас мы доложим как раз основное, где мясо у нас. Так, Мы доложим. отлично. Так. Огурчики наши соленые. Есть. И пасту. И пасту. Отлично. На глаз просто добавляем. Ну, 2 столовые ложки. 2 столовые ложки. Я хотел у вас, знаете, что узнать? По поводу распорядка дня. Вот как у спортсмена все это складывается? На самом деле у спортсмена все как-то закономерно, и все идет как один день. Нет выходных, нет ничего. У тебя, собственно, 7 дней в неделю у тебя идет подготовка, одинаковый цикл практически. Ты, как правило, у нас утром тренировка, в обед отдыхаешь, вечером 2-я тренировка. Вот. Непосредственно перед играми у нас еще есть просмотр, когда мы просматриваем соперника, разбираем его сильные стороны, вот, чтобы, выйдя на игру, ты уже знал, кто за счет чего обыгрывает, у кого какие преимущества. Ну, а плюс потому, что вы еще все из команд в команд переходите, вы уже с кем-то друг с другом играли, вы уже знаете слабые стороны, у кого что болит, и наверняка пользуетесь этим, нет? Ну, безусловно, конечно, уже знаем, изучаем, но есть же такие команды, как, допустим, Еврокубок, в котором мы выступаем, там много игроков приходит, которых ты видишь первый раз. Тебе нужно еще быть готовым в тот момент, когда ты вышел, и, соответственно, ты должен его обыграть, увидев на видео, где его есть слабые стороны. А И, кто первый конечно, такую практику внедрил? Я думаю, это все идет, конечно, у нас из США, из Америки это идет у нас, потому что у них идут передовые технологии. Это сейчас уже много программ, допустим, даже если взять видеоигры, там сразу ты можешь уже, загрузив эту игру в определенную программу, ты можешь увидеть, с какой дистанции игрок атакует, с каким процентом, где он лучше атакует, где он хуже атакует. Там Даже полностью так? идет весь разбор, да, полностью. То есть есть специальные программы для этого? Да, там в минут 5 это укладывается у нас. И там насыщенно все. Допустим, показано про одного игрока, там 3-4, там 5 эпизодов, где его самые сильные стороны, на что обратить внимание у этого игрока. Потому что один, допустим, идет на подбор агрессивно, нужно постоянно смотреть, чтобы его отсекать раньше времени. Дальше уже, соответственно, есть, которые 3-очковые бросают. Вот. Кто-то идет очень сильно в проход, кто-то плохо защищается. И, соответственно, вот в этом всем компоненте тебе нужно изучить каждого игрока перед матчем. Сейчас нам нужно добавить немножечко бульона. Бульона? Сюда, да? Бульон, да, все верно. Угу. Добавляем
Да, там буквально там нужно нам 250, там буквально стакан. Я думаю, не весь такой Ну, глаз. на глаз. Да? Достаточно. Достаточно. Отлично. Все, и сейчас мы добавляем картошку. Наш жареный картофель. Да. Опа. Ароматы просто невероятные. Так, перемешиваем это или оно так должно томиться? Перемешиваем. Перемешиваем. Евгений, сколько это должно готовиться теперь по времени? Минут 15 это должно потомиться сейчас и будет готово. Все. Ну, пусть это немножко томится, а мы тем временем прервемся на небольшую рекламу. Азу по-татарски с кониной. Мясо нарезали соломкой и слегка обжарили в казане на разогретом растительном масле. Затем добавили нарезанный перьями репчатый лук, картофель нарезали брусочками и обжарили на отдельной сковороде. В казан добавили мелко нарезанные соленые огурцы, томатную пасту, бульон и картофель. Потушили минут 15, добавили измельченный чеснок, соль, перец и довели до готовности. Друзья, ну что ж, мы вернулись. Напоминаю, это секреты татарской кухни. И сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса и игрок баскетбольного клуба «Уникс Казань» Евгений Колесников. Да, Евгений, мы с вами здесь, значит, азу готовим. Мы все тут положили или нет, скажите? Или нам что-то осталось нам еще туда добавить? Осталось немножечко, самый важный момент, это нам добавить чеснока Так, и? и соль, перец. А мы не солили, что ли? Нет, Да нет. ладно. Сейчас как раз самое основное, самое интересное. Все, отлично, давайте. Как раз таки мы сейчас все это сделаем. Так, есть какая-то очередность, что мы делаем? Очередности нету. А тут и без перцев, и без соли такой запах прекрасный. Так, достаточно так или Да, нет? вполне. Угу. И что-то еще? А чесночок? Чеснок, да. Оп. Оп. Все. Всё. Уже. Так, на медленное ставим. Да, там 2-3 минуты и уже будет готово. Шик. Все. 2-3 минуты и все будет готово. Отлично. Так, Евгений, смотрите. Теперь я предлагаю приготовить салат. Я не силен в спортивном питании, но мне кажется, если мы приготовим салат из помидорок, пекинская капуста, гранат, сыр, лук, то мне кажется, это достаточно спортивно будет, нет? Безусловно. Ничего лишнего же здесь не будет, нет? Абсолютно. Всё, Легкий класс. и вкусный салат у нас Тогда получится. да, тогда рецепт очень простой. Мы помидоры черри режем напополам. Все, сыр кусочками, пекинскую капусту нам нужно нарезать, шик-шик-шик, и лук перышками. Все, предельно простой. Хорошо. Чем займетесь, скажите? Выбирайте. Давайте я возьму помидоры, наверное, начнем с них. Так, окей, я тогда лучок нарежу. Мой любимый лук обожаю просто. Смотрите, а у вас есть какой-то человек, нет, в команде, который отвечает как раз-таки за питание? У нас есть тренер по подготовке, который следит именно за нашим питанием и за нашим состоянием вообще, в каком состоянии мы находимся. В плане того, Как он следит? Он следит то, что вы дома едите, нет? но он следит, у него есть весы, которые мы как раз перед каждой тренировкой мы взвешиваемся. Так. Вот, и он это, естественно, все фиксирует. И ему не нужны никакие там дополнительные замеры и тому подобное, Ага. чтобы определить, кто находится По в весу каком он так состоянии. все понимает, Да, да? также у нас помимо того, что происходят замеры именно непосредственно перед тренировкой, мы делаем еще каждое утро, просыпаясь, мы делаем замеры. И как раз у нас есть такой специальный браслет, пояс, который мы одеваем, Так. и замеряется именно пульс. И за счет этого пульса как раз показывается, насколько человек восстановился. А если такое случается, что, например, вот перед игрой вы замеряете все это дело и понимаете, что вы не восстановились до конца, что происходит? Вас не выпускают на площадку? или нет? Естественно, выпускают. Игра это уже совершенно, это как праздник, там, вне зависимости от того, как ты себя чувствуешь, ты обязан выйти, вот, и, естественно, играть на максимуме. Вне зависимости только сколько ты восстановился, ты должен выйти и показать результат. Евгений, я знаю, что у Уникса тренер грек Дмитрий Привтис. Все да? верно. Также есть игроки других национальностей. Так ведь? Да. Как
Как вы все друг с другом общаетесь? И как тренер вам что-то объясняет? Все общаются на английском языке, и все прекрасно друг друга понимают. Но иногда бывает, допустим, на площадке, что здесь в большей степени идет уже мимика жестов в большей степени, потому что иногда ты даже не можешь крикнуть, потому что трибуны настолько кричат, и ты за счет интуиции уже помогать и действовать. А английский язык пришлось специально, дополнительно учить, или как-то это пришло все само собой во время тренировок, во время игры? Ну, в моем случае это пришло в большей степени, могу сказать, как само собой, потому что в школе я изучал немецкий язык, а потом в процессе я уже понял, что нужен мне английский. Ну и, конечно же, интересна же какая-то внутренняя кухня, какие-то интересные моменты, внештатные ситуации во время игры. Безусловно, у нас всегда происходит что-то интересное в площадке, то, что там иногда бывают именно такие моменты, что сложно сдержать свои эмоции. Так. Вот. Ну и, соответственно, кто как может, то так уже выплескивает. В большей степени ты пытаешься вывести своего соперника на эмоции. Если у тебя это удалось, значит ты победил. Вот. И я всегда стараюсь действовать так, чтобы соперник именно разозлился на тебя. И это очень важно. Когда человек злится, он тогда допускает ошибки. И моя задача, как защищающегося игрока, очень важно, чтобы основного снайпера вывести из себя. Что вы делаете? Ну, я делаю... Типа специально подножкой там или нет? Или толкнуть как-то, чтобы он разозлился? Безусловно, и такие моменты тоже встречаются. Вот, потому что судьи не всегда могут фиксировать каждое касание. Вот. Тем более баскетбол — это контактный вид спорта, и здесь, в принципе, при любом касании можно фиксировать фол. Но если, допустим, когда ты с самого начала игры начинаешь постоянно играть с контактом, судьи это видят, и они уже привыкают к этому. Они могут свистнуть 1 фол, 2, но дальше они уже не будут фиксировать это. И за счет этого ты уже где-то какие-то моменты ты можешь чуть-чуть его подтолкнуть. Ничего себе. Вот. И в тот момент, когда он уже начинает думать не о баскетболе и о забитом мяче, а о тебе, в этот момент ты уже, в этот момент ты уже и начинаешь его побеждать, потому что он уже думает, как тебе ответить, а не как забить. Так, интересно. А вас кто-нибудь так выводил, нет, из себя? Ну, у меня характер такой достаточно сложный, меня, если честно, на площадке вывести. Как со мной играют, так и я начинаю отвечать. Вот. Ну, в большей степени, конечно, бывает, что инициатива исходит от меня. Евгений, салат у нас практически готов. Нам осталось только сделать заправочку и посыпать это все вкусным гранатом. Я тогда, можно займусь вот заправкой? Лимон у меня есть. Немножко я его размягчил. Сюда вот так вот выжимаю. Оливковое масло. Чуть-чуть добавляем. Перемешиваем. И поливаем. Сейчас мы это все уже теперь посыпем гранатом, перемешаем. Азу у нас тоже готово. Пришло время пробовать, наверное, да? Конечно. Витаминный салат «Победитель». Пекинскую капусту и красный лук нарезали соломкой, помидоры черри на половинки, мягкий сыр раскрошили на небольшие кусочки. Все выложили в салатную миску, полили заправкой из смеси оливкового масла с лимоном, посолили, поперчили по вкусу, перемешали и присыпали зернышками граната. Евгений, но я не выдержал просто того момента, как я пойду на игру, поэтому я уже сразу надел весь ваш мерч униксовский и готов просто уже идти, болеть и звать всех наших зрителей идти вместе со мной и поддерживать нашу любимую команду. Все идем, друзья, идем на Уникс, идем. Так, ну что, а тем временем мы уже с вами все приготовили. Будем пробовать? Конечно. Начнем с азу. Евгений, вы обещали, что это будет вкусно. Вы сдержали свое обещание. Спасибо большое. Это действительно очень вкусно. Вкусно, просто. Да я бы никогда в жизни, до тех пор, пока я не пришел сюда работать, я бы никогда в жизни не подумал, что я могу приготовить азу по-татарски. Вот. А теперь мы вместе с вами приготовили. Спасибо. 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 В этой студии, я могу сказать, приготовление получается намного вкуснее, потому что дома у меня не так вкусно получается. Да? Ты не знаешь, чем это связано? Серьезно? Да? Это все моя энергетика. Однозначно. Так, салатик мы тут немножко симпровизировали, придумали его, но никак не назвали. Ну, На что он похож, скажите? Сложно сказать, на что он похож, могу назвать его. Может быть, это салат будет победителем, то что в ближайшие игры мы просто будем обязаны, после такого приготовления мы обязаны будем побеждать. Слушайте, а мне нравится. Салат победитель, друзья. Вот так вот. И вкусно же получилось, да?
Да? Ну скажите, что вкусный, пожалуйста. Безусловно. Вот так вот. Вкусно, друзья. Вкусный салат для победителя. Евгений, огромное вам спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. Было невероятно приятно с вами познакомиться, во-первых, и приготовить такие вкусные блюда. Спасибо большое. Вам спасибо, мне тоже было приятно оказаться в вашей студии и приготовить вкусные блюда. Приходите на ближайшие матчи, я уверен, что будет очень интересный матч, и ваша поддержка очень нужна для нас. Это абсолютно верно. Поддержка всегда важна, друзья. И поддерживайте нас тоже. Смотрите нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это был «Секрет татарской кухни». Саубулгас. До свидания. И мы за Уникс! За Уникс! Уникс чемпион! Уникс чемпион! Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.